день, уважаемые участники второго форума депутатов представительных органов Хангаласского улуса. 2022 год – это год столетия образования республики, год исторической памяти в Хангаласском улусе и год народного творчества и нематериального культурного наследия в Российской Федерации. Эти события логически взаимосвязаны, и они дают нам всем возможность взглянуть на историю улуса, республики и страны в свете прошлого, настоящего и будущего. Осмыслить, каков вклад Хангаласа в становление государственности Якутии. Хангаласская земля славится не только уникальными природными богатствами, но и по праву гордится своими выдающимися людьми, внесшими огромный вклад в ее развитие и процветание. Одним из которых является первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. За 10 лет его деятельности на посту президента республика стала играть важную роль во всех сферах жизни Российской Федерации. Это десятилетие вошло в историю Якутии как десятилетие радикального обновления, строительства новой демократической Якутии, укрепления статуса республики как одного из стабильных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Особенно рисковым в государственной деятельности Михаила Ефимовича является его вклад в развитие образования нашей республики. Это был величайший инновационный прорыв, которому тогда не было аналогов даже в стране. Закон об образовании, концепция обновления и развития национальной школы, закон о правах ребенка, президентская программа «Дети Республики Саха-Якутия», республиканская программа «Сельская школа», духовный центр преобразования села. Обеспечили основу масштабного продвижения в развитии образования республики на многие десятилетия вперед. Эти документы с мощным правовым потенциалом и возможностью широкого практического применения определили сферу образования как стратегический общенациональный приоритет. Высшая школа музыки, физико-математический форум Венский край, Общественная академия «Шаг в будущее», сеть президентских школ, хореографическое училище имени Пасхинских, строительство новых объектов среднего специального, профессионального, высшего образования, строительство более 200 новых образовательных учреждений для школьников по всей республике. Ну, как говорилось, вся общая корпоратизация школы республики, фонды Баргары, фонд будущих поколений, Международный фонд «Дети Саха-Азия», именная стипендия «Знанием победишь». Это лишь малая ролика свидетельства политики первого президента в области образования по созданию уникальных условий для подрастающего поколения. По инициативе Михаила Ефимовича в 2013 году в нашем улусе был проведен первый педагогический конгресс «Прорывные направления в развитии образования в Хангаласском улусе». Его директивы являются стратегическими направлениями в каждом образовательном учреждении улуса. Выдвинутые первым президентом новые образовательные проекты «Музыка для всех», «Рисуем все», клубная система организации, развитие интеллектуальных видов спорта, введение предмета шахматы, образовательные программы, раньше изучение иностранных языков являются главными составляющими в развитии яркой творческой талантливой личности. И сегодня эти проекты, инициативы, движения, программы совершенствуются, преобразовываются, создают свои новые эффективные методики и технологии. Дела и мысли первого президента живут и продвигаются и дают свои прекрасные результаты. Из них можно назвать некоторые. Реализация федеральных, региональных и муниципальных проектов. Создано 7 центров точка роста. 4 центра цифрового и гуманитарных профилей, 3 центра естественно-научных и технологических направленностей, 9 школ районного участка в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда», 27 школ участка в реализации проекта социального воздействия, повышения образовательных результатов учащихся школ Республики Саха-Якутия. В 6 школах улуса началась апробация учебного модуля информатика 7 класс компании Яндекс.Учебник. 2 образовательные организации участвуют в реализации региональной комплексной программы создание среди саморазвития детей и молодежи в 3 учреждениях
учреждениях открыты корпоративные медицинские классы. 9 школ получили оборудованные автобусы для перевозки детей по программе «Школьный автобус». 11 учащихся стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 9 победителями и призерами регионального этапа олимпиады школьников Республики Саха-Якутия. 10 призерами серии Восточной олимпиады школьников. 35 детей стали лауреатами, дипломантами Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее». 28 рекомендованных для участия в всероссийских научно-практических конференциях, 14 победителей и призеров регионального чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы», 27 выпускников из 11 школ получили аттестаты особого образца и медали за особые успехи в обучении. В учебные заведения в прошлом году поступило 270 выпускников, это составляет 93%, в том числе вузы 137, это 50,7%. С нового учебного года во всех образовательных организациях, это с 1 сентября, будут реализованы программы дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общеобразования. Будут предусмотрены часы из школьного компонента на изучение курса история, культура, литература Хангаласского улуса. С 2022 года программы «День также будут поисково-исследовательская краеведческая работа, IT-разработки для мобильного приложения для туристов, веб-сайтов музеев, QR-кодов для экспонатов музеев, памятников исторических мест. В год столетия государственности Республики Саха-Якутия будет проведен фестиваль детского творчества и спорта, в рамках которого будут учреждены 100 номинаций, учащихся лучшим учебе, искусстве, спорте, научно-образовательной, поисково-общественно-полезной молодежной деятельности. Задача достойного проведения года столетия образования Якутской ССР и года исторической памяти в Хангаласском улусе требует от работников образования, жителей улуса, консолидации, творческих сил, энергии, воли и каждодневного творчества труда. И тогда 2022 год станет важной версией истории развития не только образования, но и всех сфер жизнедеятельности улуса и даст импульс перспективной, многоаспектной работе по воспитанию настоящих патриотов своей родины, лидеров, способных изменить мир к лучшему. Спасибо за внимание.